Здравствуйте, меня зовут Храмцова Лина. Я учусь в 4 В-классе в гимназии номер 9 в городе Усолье-Сибирское. Моя работа называется «То, что имеют, отдают». Да, мало им тепла и свет, на севере нашли приют, но как важна наука эта, то, что имеют, отдают. От всех невзгод твои оконцы заслонят их живой букет, и разноцветным этим солнцем ты будешь ласково согрет. Эти строки Мария Локалова посвятила комнатным растениям. Растения – важнейший источник сырья и пищевых ресурсов, жизненно важного элемента – кислорода, без которого невозможна жизнь животных и человека. Именно растениям обязан живой мир нашей планеты. Цель моей работы является выявить наиболее распространенные виды комнатных растений в гимназии, их влияние на самочувствие человека в закрытом помещении. Для достижения этой цели я поставила следующие задачи: изучить влияние растений в закрытом помещении на самочувствие человека по источникам научно-популярной литературы, исследовать растения, произрастающие в кабинетах и коридорах гимназии, выявить наиболее распространенные, исследовать связь человек-растения. Гипотеза моего исследования. Растения – сложные живые организмы. Они являются неотъемлемой частью окружающей среды, улучшают среду закрытых помещений, изменяя газовый состав воздуха, поглощая пыль, смягчая прямое солнечное освещение и снижая тем самым температуру. Эфирные масла, выделяемые некоторыми видами комнатных растений, обладают бактерицидным действием. История комнатных растений начинается в Древнем Египте. На египетских изображениях, которым более 3000 лет, хорошо видны маленькие деревья и кустики в каменных вазах и лотках. В России начало комнатного цветоводства принято связывать с именем Петра I. Настоящий бум комнатное цветоводство переживает во второй половине XIX века. Экзотические растения из Америки и Азии уже достаточно распространились и стали относительно доступны для обывателя, а держать дома цветы становится привычным и нормальным. В комнатную культуру растений введено 3200 видов. Большинство из них происходит из тропических и субтропических областей земного шара. Реже это представители умеренно теплых областей. Около 19% принадлежит флоре тропической Южной Америки, 17% флоре Южной Африки, 13% флоре Центральной Америки и Мексики и 12% флоре тропической Азии. В коридорах гимназии я насчитала 66 растений, которые представлены 16 видами: хлорофитум, райциссус, ромбическая или березка, бегония, гибискус или китайская роза, монстер, шефлера, лимон, толстянка, плющ, кактус, молочай, амарант, диффенбахия, аукуба японская, клен мелколистный, мирт, фация. Самые распространенные – это хлорофитум 31 цветок, райциссус, ромбический или березка 6 цветков, бегония 9 цветков, гибискус или китайская роза 4 цветка. Я предложила гимназистам ответить на 3 вопроса. Какие кабинеты в гимназии ты считаешь наиболее комфортными? Самым комфортным кабинетом является кабинет номер 208. Следующий вопрос. Почему ты чувствуешь себя в этих кабинетах комфортно? 56% ответили, что в этих кабинетах много зеленых растений, а 68% всегда свежий воздух. И последний вопрос. Что тебе дает созерцание зеленых растений? Успокаивает 45%, повышает работоспособность 33%, улучшает общее самочувствие 45% и улучшает настроение 79%. Зеленые растения используют энергию солнечных лучей, то есть осуществляют фотосинтез, процесс, в результате которого создается основная масса органического вещества биосферы и поддерживается газовый состав атмосферы. Благодаря фотосинтетической деятельности зеленых организмов в атмосфере Земли есть кислород. Мною был проведен опыт, подтверждающий выделение зелеными растениями кислорода. Я взяла банку с чистой водой, поместила в нее водоросли. Через 15 минут начался процесс фотосинтеза. От растений к поверхности воды стали подниматься пузырьки воздуха. Водоросли выделяли кислород. Ни для кого не секрет, что растения обладают целебными свойствами, и многие используют фототерапию в своей жизни. Но оказывать влияние на наш организм могут не только отвары и настойки из высушенных растений. У каждого комнатного растения есть свой индивидуальный набор свойств и качеств.
благодаря которым оно может оказывать влияние на здоровье человека и улучшать нашу жизнь. Абсорбирует вредные вещества, поддерживает уровень влажности, снимать стресс, повышать производительность труда, фильтрировать частицы грязи и пыли из воздуха, обладать охлаждающим эффектом, повышать настроение и обеспечивать шумоизоляцию. Если вы хотите изменить или улучшить что-то в своей жизни, воспользуйтесь помощью комнатных растений. Заведите у себя те растения, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека. А вот как правильно ухаживать, как готовить почву и как бороться с вредителями. Первое правило. Тепло, так же как и свет, воздух, питательные вещества, является одним из основных условий жизни растений. Прежде чем приобретать растение, необходимо знать те световые условия, в которых оно нуждается. Второе правило. Потребность растений в воде определяется их специфическими особенностями, строением надземных органов, мощностью корневой системы и так далее. Третье правило. Подкормка комнатных растений необходима и важна. Цветы дольше по времени держатся на растениях, которые радуют нас своим цветением. Четвертое правило. Почва, как правило, должна быть особенно питательной. Одним из условий выращивания комнатных растений является умение составить необходимую земляную смесь. Пятое правило. Очень важно содержать комнатные растения в чистоте. Запыленным листьям трудно дышать. Грязь, пыль, копоть, оседающие на них создают благоприятные условия для размножения вредителей и возбудителей болезней. Красивые, радующие глаз комнатные растения представляют не только эстетическую ценность. Они могут улучшать среду закрытых помещений, изменяя газовый состав воздуха, поглощая пыль, смягчая прямое солнечное освещение и снижая тем самым температуру. Растения повышают влажность воздуха в комнатах, что очень актуально зимой в домах с центральным отоплением. Эфирные масла, выделяемые некоторыми видами, обладают бактерицидным действием. Это доказалось, что присутствие зеленых растений в помещениях благотворно действует на настроение и работоспособность человека. Растения – наши молчаливые друзья и помощники, чудесные целители и врачеватели.